Рассмотрим теперь условное наклонение. В условном наклонении сказуемое всегда стоит в придаточном предложении и обозначает условие и время совершения действия в главном предложении. Рассмотрим их образование. Образуется путем присоединения аффиксов «з», «зу», «зи», «зю», ну и «с», «си», «су», «сю». Особенность этого наклонения состоит в том, что имеется всегда два суффикса – внутренний и внешний. Внутренний стоит после основы глагола, а внешний после аффикса принадлежности. Например, вот алдр глагол, основа ал, внутренний суффикс з, алз, аффикс принадлежности алзм и внешний суффикс за. Следует отметить, что во внутреннем суффиксе всегда имеются гласные узкие «ы», «и», «у», «ü», «алзы». В первом лице знаем, что аффикс «м» – показатель первого лица, а во внешнем суффиксе всегда стоят гласные широкие «а», «э», «о», «э». Алзымза. Если возьму. Если возьму. Во втором лице знаем, что во втором лице аффикс принадлежности второго лица алзынза. Алзынза. Если возьмешь внутренний с узкой гласной, внешний с широкой. В третьем лице имеется только один аффикс алза с широкой гласной. Алза. Если возьмет алза во множественном числе алзы, внутренний аффикс с узкой гласной, выс, аффикс множественного числа первого лица, алзавысса. Так как основа заканчивается на «с», присоединяется глухой аффикс с глухой согласной «са», «се», «за», «зе». Во втором лице алзынарза. Мер – показатель лица во множественном числе второго лица, внутренний аффикс «з» и внешний «за». В третьем лице множественного числа остается точно так же алза, если они возьмут. Отрицательная форма образуется точно так же. Аффиксы ба, па, ма, ва присоединяется после основы албазынза. Албазынза, албазынза, албаза, албазавыса, албазыңарза, албаза. Если не возьму, если не возьмешь, если не возьмет, если не возьмем, если не возьмете, если не возьмут.